действительно в очередной раз президент Владимир Путин был пойман на лжи, и вообще не понимаю, честно говоря, зачем он ввязался вообще в эту историю. Он мог находиться вот старантировать это. А получается, что действительно всем понятно, что это сотрудники российских спецслужб, и неважно, ГРУ это или какое-то другое подразделение. Он заявляет о том, что это гражданские лица и что мы их нашли. И в итоге сейчас мы, в общем-то, будем, я думаю, что это не последняя информация, которая поступила от журналистов. Я думаю, журналисты в мире продолжают копать под эту историю. И мы узнаем еще много любопытной информации, которая, собственно говоря, будет в очередной раз разоблачена российская спецслужба, которая занимается заказными убийствами за рубежом. Как будет британское правительство реагировать на ложь Путина? Будет ли она принимать какие-то действия? Потому что вот недавно появилась новость о том, что Британия не будет вводить дополнительные санкции по делу Скрипалей против Российской Федерации до Brexit. Но сейчас возможно ли изменится ситуация? Как вы думаете? Ну, проблема в том, что Великобритания, если бы хотела ввести санкции и могла бы сделать, она бы обязательно это сделала сейчас. Действительно, по международному законодательству и соглашению между странами Евросоюза, к сожалению, большому Великобритания не в состоянии сейчас в одностороннем порядке привести эти санкции, потому что мы пока находимся в европейском сообществе. Брексит пока еще не стал той явью, который будет вот в следующем году. Но вот ввести новые санкции, это означает вот по новой договариваться со всеми 28 странами Евросоюза, а это действительно проблематично, потому что мы знаем, как российское правительство содержит, в общем-то, венгерское правительство, какие связи есть у Владимира Путина с итальянской мафией и с итальянскими политиками. Мы знаем прекрасно и о других вопросах, когда российские власти пытались устроить переворот в Черногории, у них это не получилось. То есть, в общем-то, достаточно контролировать одну из стран, да, вот там путем шантажа или подкупа, и тогда вся конструкция полетит. Там как раз проблема Евросоюза и Британии. Тогда, когда было голосование по Брекситу, они голосовали в том числе, чтобы Великобритания не теряла свой голос в Евросоюзе, Великобритания не была одной из каких-то там количества стран, и вот эта вот независимость не терялась. Поэтому, в общем, одно из оснований Брексита именно это направление. Безусловно, это не главный был тезис в голосовании людей, граждан Великобритании за Брексит, но это имело одно из важных значений. Поэтому вот эта политическая бюрократия, которая засела в Брюсселе, вот с этой вот, собственно, согласованием каждого чиха, ну вот действительно там многих жителей Великобритании не устраивает. Сейчас, в общем-то, сложно говорить какие проценты за Брексит и против Брексита, но действительно ситуация на самом деле в связи с последними там и событиями, и вот после Брексита временем, в общем-то, поменялся расклад голосов, честно говоря. Вот если было бы голосование, там, как у нас удобно говорить, в ближайшее воскресенье, да, то я не думаю, чтобы жители Великобритании проголосовали за Брексит. Но дело даже не в этом, а в том, что здесь, конечно, Великобритания, к сожалению, большому, к моему даже личному сожалению, не может ввести те санкции, которые необходимо в срочном порядке вводить именно как от страны Великобритании на российское правительство. Андрей, и последний вопрос к вам. Попрошу коротко ответить. Вы находитесь сейчас в Черногории, где проходит форум «Свободной России». Скажите, о чем говорят российские оппозиционеры? Ну, на самом деле это не совсем так. Я действительно нахожусь в Черногории. Здесь проходит не форум «Свободной России», потому что форум «Свободной России» будет проходить, как обычно, в Вильнюсе в декабре месяце, с 7-8 декабря. А действительно, у нас происходило заседание постоянного комитета, это избранный орган форума на России, в котором мы собирались и обсуждали разнообразные вопросы. И, в общем-то, один из главных вопросов, которые я продвигал, и мои коллеги, в общем-то, продвигали, это санкционные вопросы. Каким образом мы можем повлиять на изменение ситуации в России и каким образом можно вообще санкционные вещи в мире, потому что действительно мы на сегодняшний день мало что можно сделать, и вот санкционные вопросы, на мой взгляд, это единственная вещь, с которой, в общем, можем и бороться,
и предлагать различным государственным правительствам и продвигать вообще все эти темы, в том числе включая наш список Путина, который мы приняли год назад на очередном форуме «Свободной России». Поэтому вот сейчас у нас задача стоит, чтобы этот список продвигать, чтобы его наполнять новыми фамилиями, и чтобы, во всяком случае, с ним считались в мире, и мы постараемся его донести до каждого правительства, которое, в общем-то, выступает за демократию. Спасибо большое.